И отоплением испорченные полы и окна. В таком состоянии оказалась 18-я школа Малгобека. Глава Ингушетии подчеркнул, что необходимость ремонта в образовательном учреждении оправдана, поскольку здание 1967 года постройки. И что за ур у тебя было, беда здесь? От канализации, полы, окна тоже так в плачевном состоянии были. Канализация, что такое канализация? Она здесь. Разводка не внутри. было? Нет, там было, он уже в плачевном состоянии. Отопление тоже самое. Сейчас весь комплекс, вот этот перечень весь, вы знаете, да? Да. И вы его делаете. Да, все взяли обязательства и дополнительные, да, долг, вот коллекцию поведем. Надо будет, надо выходные работать, надо вот Нет, просто не круглосуточно, если можно. Когда вовнутрь зашли, можно там, если электрику сделали, можно там и спокойно и там работу делать. Но вот так она, именно ремонт жи, пристальное внимание еще. Материалы все есть. Да, подвозят, же материал считать было, да. Сколько здесь учащихся? 805. А выпускников? В этом году было 28. 28. Все в колледже? Нет, у нас очень хорошие вузы поступают, есть и в ИГУ поступают. У нас дети Медалисты есть? Да, трое. Трое было? Переделывать тяжелее, чем строить заново. Некоторые школы вполне новые и сейчас ремонтируются только по причине недобросовестной деятельности прежних застройщиков, которые не предусмотрели для детей элементарных условий, включая вытяжку. Особенно глава отметил низкое качество реализации объекта в селе Зязиков-Юрт, реализованного компанией «Декор» в 2006 году. Это вы сейчас делаете? Да. У вас срок тоже август? Да. Ну, и 25. У нас 70% выполнения примерно. 70? Да. Ну, внутри вахажи. Акт уже не докая. Выполнение сверху вниз до автобуса. То есть перед этажом я мебель у нас уже закуплена полностью. Сколько учащихся? 844 было на конец. 844. На 540 нет школы, 844. 41 класс комплект и 4 группы дошкольных. А здесь школа есть еще? Нет. Георгий Ильич, здоровье, вот вентиляция, она везде почти нет. Хоть 5 лет прошло, хоть 10. Вентиляция она не работает. Что, У нас что же стоит? безопасность была проблема здесь, противопожар. Тоже она была смонтирована частично. Еще объекты строить, еще доброе сделать. А так она, вот при обходе, значит, и поправляем эти вещи. Вентиляцию я смотрю. Есть. Ага. А конденсат выступает здесь? Металл? Нет? Изначально выступает в Европе. Да? Я говорю, вообще, Шимана и Хамалти, Хапачит Малдиали, Гипсокатараяны. Ахчи, Ахдатис, Хадович, Тахан, давай барку ляха положи. Вот. Директор бар шара, она не могла сдать эту школу, принять. Понимаете, вот я не знаю. Махмуд Али Калиматов ознакомился во всех учебных заведениях с уровнем выполненных и еще предстоящих строительных работ. Он напомнил, что дети 1 сентября идут в школу и не будут пропускать занятия. До начала учебного года учреждения должны быть завершены и не просто в торопях, но качественно отремонтированы и готовы к безопасному процессу обучения школьников. Чуть-чуть дождь, прям 50-60 сантиметров вода стояла в подвальном помещении. Со дня основания школы эта проблема была. А цокольный этаж есть, да? Есть. И он всегда стоял вот. Да. Мы вычищали, выкачивали. Кто строил? Это в 2002 году Килуев. Я беру сейчас, потому что ключевое для них счастье – это первый звонок, 1 сентября. Вот. Ты сан док воздах, хамдила, биргиш, хадяхч. Где сейчас разбросаны они? В третьей школе с 5 по 11 и 1-4 классы во второй школе. Значит, чем может, поможет мэр. Там, если нужно будет. Какие-то возможности есть там людей. Но вот такого, чтобы не было видно, чтобы это было красиво. Нет, так-то не будет это все.
в плане схемной совладия Твоя твоя отделки ожби цасан задача надо хозбит ходилось хозходил игрушки. Подрядчики, проводящие восстановительные работы, обязались исполнить контрактные обязательства к осени текущего года. Махмуд Али Калиматов высоко оценил качество выполняемых работ. Самое главное, мы должны смотреть вперед. То, что сделано, уже сделано. Но все-таки хочется отметить, что и огорчает то, что некоторые школы построены 10 лет назад, 12 лет назад, некоторые 20 лет назад. И, к сожалению, изначально нарушение строительных норм, нормативов привело к тому, что они пришли, ну так скажем, приблизились к ремонту. Необходимость проведения ремонта. Объехали мы 4 объекта, именно где ремонт производят, потому что это важная ситуация. Нам выделено на этот год на 13 школ, образовательных заведений. И ремонт надо особый контроль, потому что до 1 сентября мы должны детей обрадовать, чтобы школы уже были готовы, прилегающие территории. И поэтому мы сегодня сделали 4 школы, проехали, и в последующем будем выезжать и смотреть, и осуществлять контроль. Есть вопрос в Малгобеке по школе, но я думаю, мы поможем застройщику, потому что вот объем работы очень большой. Но с другой стороны, мне хотелось бы сказать, на сегодняшний день законтрактованность полностью 13 объектов на этот год. Деньги нам выделены, мы их доводим до застройщиков, и поэтому проблем не будет. Некоторые работы, которые не входят в проект, но все-таки строители, вносят свой вклад еще. Свой вклад вносят, чтобы и очистные были, и водопровод был правильный, и коммуникации работали, сигнализация пожарная. Я очень благодарен застройщикам, потому что в действительности они стараются, делают свою работу и качественно делают. Пока то, что мы видим. Самое главное, нам обрадовать детей к 1 сентября. И задача только стоит в этом. И я хотел бы, чтобы вот то, что сегодня я увидел, желание вижу застройщиков, ответственность вижу застройщиков. Потому что если брать школу Зязик в юрте, Сунжи, просто удивляет. И поименно этих строителей, которые когда-то построили, мы ведь знаем, есть школы, которые стоят 100 лет, и там трещины нет. А тут элементарные нормы нарушены строительные. Но неправильно это. Когда для больницу строят люди, школы, детские сады, они должны душой болеть за это. Вот это я хочу донести. И я думаю, что детишки зайдут в просвет светлые, просторные коридоры, отремонтированные. И учителя не только ж дети, но вы учитель, вы ноной мы бич, ежери мы бич, насари мы бич, уже был хабяхуч, шей кабинет, класс, дальше багач, хосхет, деца. До начала учебного года в республике планируется завершить ремонтные работы еще в 9 общеобразовательных учреждениях. Хадис Забриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.